Тепло вечной мерзлоты. В городском краеведческом музее к юбилею города открыта историческая экспозиция. С нее начинается поздравительный визит главы Коми в Заполярье. Воркута – это шахтер. Воркута – это добыча угля, это, повторяю, основа основ экономики, это то, что помогло победить в Великую Отечественную войну, уголь, который шел непрерывным потоком из военной Воркуты, и несмотря ни на что, с помощью именно очень тяжелого труда тогда военных шахтеров выплавлялась сталь, чугун, и все это направлялось на победу. Освоение Печорского угольного бассейна было непростым, но трудности не пугали советских людей, ученых, шахтеров. История Воркуты – это чуть более 9 десятков лет. От открытия первого угольного месторождения до присвоения статуса города прошло немного времени, благодаря тяжелому труду северян. Сегодня Заполярье снова в центре внимания. Это стратегическая территория, вошедшая в комплексный план развития арктической зоны страны. За трудовой подвиг в годы Великой Отечественной Воркуте присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Все это было бы невозможно без руководителя республики. Владимир Викторович, спасибо вам большое за внимание и заботу о Воркуте. Как и в былые годы, сегодня на службе людей богатейшие недра Северной земли, а градообразующее предприятие – основа экономики города. Наша задача помнить то, что сделано, использовать этот опыт и при этом смотреть в будущее, заниматься созданием комфортной городской среды, хороших условий труда. И в том числе открытие новой экспозиции музея является элементом вот этой связи времен, связи того, что было, и того, что мы планируем создать. И мы очень признательны руководству республики. Владимир Викторович доверяет нам большую программу по созданию мастер-плана развития города. Далеко идущие планы по развитию Воркуты глава Коми и председатель Совета директоров корпорации, собственника компании «Воркута-Уголь» обсудили на рабочей встрече. Команда экспертов сейчас работает над мастер-планом города. Будут учтены климатические особенности и уникальная архитектура, а главное – пожелания воркутинцев по благоустройству и строительству новых социальных объектов. Именно люди – главное богатство Заполярья. Благодаря их искренней любви к городу суровый север стал теплым и гостеприимным. С юбилеем, с 80-летием родного города. Это важное событие не только для воркутинцев, но и для всей Республики Коми. Заполярный город прославил наш регион далеко за его пределами. Это город настоящих тружеников, сильных духом, энергичных и стойких людей. Глава Коми поблагодарил тех, чьим трудом сегодня развивается Воркута, и ветеранов, кто выстоял в сложные годы и остался верен Заполярью. А после почтил память воркутинцев, совершивших трудовой подвиг во время Великой Отечественной войны. На торжественной церемонии во Дворце шахтеров глава Коми вручил сертификат на 5 автобусов для школ. Отметил заслуги жителей государственными наградами. Правительство региона всесторонне поддерживает Заполярный город, отметил Владимир Уйба. Продолжается благоустройство дворов, общественных территорий, обновляются социально значимые объекты и дороги. Это красивая, знаменательная дата, еще один повод сказать спасибо вам, дорогие воркутинцы. Отметить ваши заслуги и заслуги ваших предшественников перед республикой и страной в целом. Благодаря искренней любви к городу вы сделали его таким, каким он есть, красивым и гостеприимным. Я хочу отдельно поблагодарить Романа Викторовича Троценко и его команду, которая пришла не просто зарабатывать деньги, не просто добывать уголь, а пришла как партнеры, как люди, которые как будто всю жизнь жили в республике, которые всю жизнь
жили в Воркуте и любят ее не меньше, чем вы и мы с вами. Глава Коми поблагодарил жителей Воркуты за активную гражданскую позицию, за помощь участникам СВО и их семьям. Многие воркутинцы сражаются на передовой, защищают родину от неонацизма. О поддержке воркутинских военнослужащих руководитель региона говорил на встрече с социальным координатором фонда «Защитники Отечества» в Воркуте Викторией Дегтяревой. Нужно, чтобы был такой, знаете, реестр, да, если говорить таким чиновничьим языком, по каждой семье. И в этом реестре должно быть отображена там, проблема, ее решение, то есть развитие, да, и обязательно, как итог, это помощь в решении проблемы. Потому что просто принимать звонок, фиксировать и говорить, что да, вот мы там вам там, сочувствуем и разделяем там вашу там, не знаю, радость или горе, не дай бог, это не в этом идея. Да? Идея в том, чтобы люди на деле понимали, что мы с ними и их точно совершенно не бросим. На персональном сопровождении социального координатора 97 участников специальной военной операции и членов их семей. За весь период работы поступило более 500 обращений. Большинство из них решены. Ольга Конева, телеканал Юрган, Воркута.